Ингушетии развивается большими шагами. Спортсмены из бойцовских клубов республики на каждых соревнованиях подтверждают свой высокий уровень мастерства. Такие внушительные результаты, безусловно, даются благодаря упорным тренировкам. За 2 года ребята из бойцовского клуба «Панчер» успели громко заявить о себе в мире смешанных единоборств. На последних соревнованиях по ММА, которые проходили в Грузии, подопечные Ислама Ахильгова показали впечатляющие результаты, завоевав 22 золотые медали в 2 разделах. Умар, расскажи, как давно ты занимаешься в этом зале и почему ты выбрал именно смешанное единоборство? Я занимаюсь в этом клубе 1 год. Я увидел тренировки бойцов смешанных единоборств и пришел сюда. Вот раньше ты занималась каким-нибудь видом спорта? Нет. То есть это первая твоя секция, да? Да. Вот за это время, Умар, успели ты поучаствовать на турнирах и сколько у тебя их было? 23. А какие соревнования больше всего тебе запомнились? В Грузии. Почему именно эти соревнования? Там были очень сложные соперники. Я подрался 2 боя в ММА и К1. Больше всего было сложнее в К1. Сколько у тебя времени было, чтобы отдохнуть? Ты же сначала выступал в смешанных единоборствах, потом сразу же в К1, да? У тебя было время, чтобы отдохнуть? У меня было 2 дня. А вот где тяжелее было, в К1 или в смешанных единоборствах? К1. Почему именно в К1? Потому что у нас вид смешанных единоборств, я первый раз дерусь в К1. То есть правила для тебя были необычными, да? Да. А вот смотри, а какой соперник у тебя был самый сложный? Второй финал. К1, да? А почему именно финальная схватка оказалась для тебя самой сложной? В финале со мной боролся армянин. Да, это бяха, год у нас. Алим, я знаю, что ты занимаешься в этом зале чуть меньше года. Вот за это время сколько у тебя турниров было и какие соревнования ты запомнил больше всего? Я участвовала где-то в 6-7 турнирах, и самые запоминающие были чемпионат мира, и Кубок мира, и в Грузию на международный турнир. Вот ты же сказал, что ты участвовал на чемпионате мира, да, в Кисловодске. Вот насколько для тебя этот турнир сложился успешным, можно сказать, и как ты там выступил? Я занял там 2 место, серебряное место. И первым бой со мной дрался азербайджанец, 2-й чеченец и 3-й тоже чеченец. Я уступил чеченцу и занял 2 место. То есть наверняка ты не был доволен своим результатом, потому что занял 2 место, да? А вот в Грузии как для тебя турнир сложился? В Грузии отлично сложился. Там я дрался по 2 разделам, ММА и К1. К1 у меня было 2 боя, я выиграл по баллам, и М1 тоже было 2 боя, там тоже по баллам выиграл. Ты занял 2 первых места там на этом турнире, да? В будущем, Алим, какую задачу ты ставишь перед собой? Какая у тебя цель вообще в целом? Я хочу участвовать в профессиональных турнирах, там ACB, дальше продвигаться. А на твой взгляд, что нужно для того, чтобы достичь свою цель? Упорные тренировки, нужно слушать тренера, упражнения, которые он говорит, оттачивать, и все. Такое успешное выступление стало для клуба уже доброй традицией. Участие в соревнованиях – это еще и прекрасная возможность получить большой багаж опыта. А кубки и медали мотивируют этих ребят на достижение еще больших высот. Саид, в какой зале тренировки жива? Халк занимается какой вид спорта? Шиши да в зале тренировки. Борьба хаоса шимбета.
Хайи мала соревнованиях участвовать это. Международный чемпионат, да, Кубок мира, Эггер, чего запомните турнир малая хайвата. Кубок мира, Именно Исхан запомните. цик декал таурс. Я выбрал ММА, потому что я смотрю телевизор, смешанные единоборства. Я записался в клуб «Панчер». Мне нравится тренироваться ММА. Вот, Анзор, тяжело. Как у вас проходят тренировки? Насколько здесь тяжело в зале? Тяжело, тренируемся, нормально все проходит, тренируемся нормально, и ходим на соревнования. Нас тренирует Ахель Гуисам. Анзор, а вот смотри, раньше ты занимался каким-нибудь видом спорта? Нет, только ММА. То есть это только начало твоей спортивной карьеры, да? Да. Смотри, ты сказал, что ты занимаешься 2 года. Вот за это время, вот на скольких турнирах ты участвовал? И какие соревнования ты больше всего запомнил? Грузия, Кисловодск, Ростов, другие. Какой турнир ты больше всего запомнил? Грузия. Почему? Потому что там было очень красиво. И я занял первое место. Благодаря Ахель Гуисаму я поехал в Грузию и занял первое место. Мне дальше. Анзор, а ты же дрался в 2 разделах, да? К1 и смешанное единоборство. Не тяжело было одновременно драться там? Тяжело, но я все равно выиграл. Я думаю, что я выиграю и занял первое место. А вот соперники тяжелые были? Ну, были, но я все равно выиграл. А Занял. еще есть какой-нибудь турнир, который ты также запомнил для себя? Ну, Кисловодск. Почему? Потому что я уехал в Кубок мира и занял первое место. Там у меня были 3 схватки. Со мной дрался Дагестан. Ислам, Анзор, смотри, где соперники были тяжелее? В Грузии или же когда ты дрался на Кубке мира в Кисловодске? Кубка мира Кисловодск. Там тяжелее было, да? Да, потому что я там провел 3 схватки. Вот смотри, Анзор, вот перед тем, когда подготовиться к турниру, тебе приходится гонять вес. Насколько тяжело бывает готовиться? Я гоняю вес перед турниром и сижу на диете, но все равно у меня все хорошо. Я гоняю вес, все нормально. То есть ты уже научился, да, правильно готовиться к турниру? Да. Анзор, эти соревнования уже позади, вот теперь в будущем какие ты цели ставишь перед собой? Цель у меня дальше тренироваться и побывать в другие места соревнования и получать первые места. Впереди этих ребят ждут новые турниры, поэтому самое время, чтобы прийти в родной зал и начать готовиться к новым стартам. Вы участвовали на турнире в Грузии, да? 21 золотая медаль, это, в принципе, серьезная такая заявка, да? Как ты оценишь выступление твоих подопечных? Ну, мы выступали, это был, как раз мы приехали с Кубка мира, сделали тоже очень хороший результат. В воскресенье мы приехали, то есть вечером приехали, и в среду сразу же мы выехали на международный турнир в Грузию. И там мы выступали по 2 разделам, то есть ММА и К1. И 21 золото мы привезли и 4 бронзы мы привезли. То есть они выступали сразу же, даже не успевали нормально отдохнуть, они выходят с клетки и выходили на ринг. Насколько они выкладывались в этих поединках? То есть, если говорить про 2 раздела. Ну, судя по результату, выкладывались на 100%. То есть ты доволен, да? Конечно, доволен. Ислам, если говорить уже про дальнейшие цели, какие задачи, какие цели вы ставите перед собой? Ну, сейчас у нас очень много выездов. То же самое, мы сейчас должны в марте выехать в Грузию, в феврале должны выехать, где-то весной должны поехать в Москву, иншаллах, по воле Всевышнего, поедем туда. Ну, много у нас выездов, и иншаллах хороший результат покажем, потому что мы уже готовимся, отрабатываем ошибки свои, на ошибки, вернее, работаем своих.
То есть 21 золотая медаль – это не предел, да? Не предел, иншаллах. Это начало. 5 раз в неделю ребята оттачивают все нужные аспекты в смешанных единоборствах. На сегодняшней тренировке бойцы отрабатывают борцовские навыки. Именно благодаря этому аспекту и правильному ведению поединков в партере зачастую спортсмен одерживает убедительную победу. Кашира дзюдо заниматься, я дзюдо ецери самашта датро эмадин. Лериги Грузия ва чанлериги сынуаш мелк чанап калсын дзюдо. Хайди смешанный единоборство заниматься фахая беккан и халдарин удар подтянуть те. Я заниматься шишуды, я сабаха хылымдырсыныз. Тек ислам знау усалда спаттин те. Дзюдо и хаволч и резко хашмиян и смешанное единоборство да. Фахаян что-то, а первый соревнование который. Я соусхавин чана причдян орсы, персота причдян орсы. Тек Кисловского то Кубок мира России. Тек соколавалы. Халлери первый соревнование колот шана. Я им абан халмерсас. Соперник шкалборсон, стой клацош. Беккан хай последний латай уже соревнование мучал от того и мелхал соревнование жаришь. Я сота Грузии последний. Сабахан халмер соперник ишбархал. Валетш. Ханзы ислам я хочу без шин раздела молотади еще К1 смешанное единоборство. Та халдари ди цигила та цолты ха уже кая видал вот. Я сразу дачу чан халдар циг ислам но усалдеш сразу мехтуалыш шталитель такой тюбил. Общем ханзы шин раздела ди мас поединок халар игр хала хан хител уже поединок малая. Я эмадинерс игр халала теш сега грузерс янкора стойка деко партер чулыш сега котя. Халк дзюдо занимался в сумеях это благодаря партеру который говорится боя. Я благодаря по партеру это самаш датырсыз. Бекка ханз будущем это мала цели жахан уттериш. Я будущий чемпион на Кубок мира без босса так да худау. Лет. В зале присутствует жесткая конкуренция. Каждый из этих ребят старается как можно лучше проявить себя на тренировках и доказать тренеру, что готов выступить на самых серьезных турнирах. Даже во время упражнений спортсмены выжимают из себя все силы. Желающих тренироваться в бойцовском клубе «Панчер» хоть отбавляй. Каждый день в зал приходят все больше молодых ребят, которые хотят добиться таких же результатов, как Моусар Евлоев, Хавзат Талгиев, Абукар Мистоев и многие другие успешные бойцы. На данный момент в зале тренируется больше 90 детей. Ислам, вот на сегодняшний день сколько у вас детей тренируется? Мы видим, что зал переполнен. В общем, у меня в зале тренируется уже 98 человек. Это уже все. А так, если приходящие, уходящие, неделю 3 раза приходят, да, около 112 человек у меня общий. То есть дети приезжают со всех районов республики, да? И насколько перспективные эти ребята? Приезжают с Сурхухов, с Нестеровска приезжают, с Кантышева, с Икажева, со многих наших. Там, если говорить про перспективы, насколько они перспективные? Перспективные ребята трудятся, хорошие, очень хорошие. Они уже сделали результаты. За год и 9 месяцев показали очень хорошие результаты. Вот если говорить про спортивную карьеру этих ребят Ислама, чаще приезжают дети, которые занимались раньше различными видами спорта, или же они впервые проходят вообще в спортивный зал? Большинство у меня в зале тренируются дети с нуля. Ходили там полгода, мы там 2 месяца, месяц на бокс ходили, там на дзюдо.
А большинство у меня с дзюдо перешли. Там они там пару месяцев. А так у меня все вот мои результатики, можно сказать, 6 дети с нуля. Вот, да, не тяжело бывает заново начинать с этими детьми, и вот на твой взгляд, Ислам, насколько они быстро развиваются? Насчет тяжело, наоборот, мне лучше, мне кажется, легче, когда ты делаешь бойца сам с нуля. То есть я его делаю под себя, и намного легче, когда вот с нуля ребенок бывает. И в партии потянуть ему, и стойку потянуть, и все вместе. Вот если говорить, Ислам, непосредственно про тренировочный процесс, вот сколько у вас недели тренировок и на чем делаете упор? Неделю 5 раз у нас бывает, с 7 до 10. Суббота, воскресенье, выходной. А перед выездами у нас бывает каждый тренировок и день по 2 раза. Утром с 9 до 11 и вечером бывает. Это когда у нас выезд, когда мы готовимся. Вот, насколько они активно на каждой тренировке себя проявляют и насколько они активно выкладываются? Выкладываются на все 100%. Видите, есть желание у них. Бывает хороший настрой, когда на тренировку. Я вот ни разу не видел, что даже вот бывает иногда ребенок не хочет, бывает слабый. Даже если они даже болеют, то есть они все равно постараются выходить и выкладываться на 100%. Помимо отработки всех необходимых навыков в смешанных единоборствах, в конце тренировки ребята проводят спарринги. ММА с каждым годом набирает все большую популярность среди молодежи. Бойцовские залы республики переполнены желающими добиться высоких результатов и стать чемпионами различных промоушенов.